Добрый день, меня зовут Улжас Абишев, вице-министр здравоохранения и руководитель офиса цифровизации Министерства здравоохранения. Скоро нашему офису исполнится 2 года. Самое главное достижение, я считаю, нашей команды, то, что мы научились разговаривать, мы научились адаптировать свои навыки, адаптировать свои знания, адаптировать свой опыт в рамках тех требований, которые требуются в сфере здравоохранения. Потому что именно тех навыков, которые у нас были до создания офиса цифровизации, такие как программирование, тестирование, техническая архитектура, их было недостаточно. Не потому что мы не профессионалы, а потому что у нас не было наличия гибких навыков, мягких навыков. Потому что отличие между мягкими навыками и hard skills, называем, да, когда мы приобретаем hard skills в университетах, на работах специфицирующие, именно профилирующие в сфере компьютерного программирования. То есть я работал, например, и в Южной Корее, и в Казахстане, именно по своему профилю. И моих hard skills было достаточно для того, чтобы я мог реализовать потенциал проектов. Но когда мы пришли в здравоохранение с технической командой, тех навыков было недостаточно. Не потому, что их было мало, а потому, что они не были адаптированы под те требования, которые в сфере нужны были. И тогда мы нашли другую команду медицинских профессионалов, и мы поняли, что у них такие же проблемы, что они не могли именно со своими навыками, которые они приобрели в университетах и на работе, не могли подойти к реализации проектов так, как нужно было с учетом их hard skills, их навыков. И мы начали разговаривать. С нашей командой, подсоединили компьютерных программистов, математиков, технических специалистов, медицинских профессионалов, управленцев общественного здравоохранения, где мы начали разговаривать и понимать, что у нас не хватало. То есть мы начали выявлять те моменты, которые у нас отсутствовали. Не потому, что мы их не знали, а потому, что мы их просто не замечали. И это вот именно та часть soft skills, мягких навыков, которую мы приобрели за время работы в течение 2 лет. И если вы, например, прогуглите сейчас на данный момент проекты офиса цифровизации, за последний год вы увидите очень много проектов, которые мы с нашей командой начали запускать. Это скорая помощь без пробок, это анализ тех лекарственных препаратов, которые доходят до пациентов, это анализ выявления тех случаев, которые государство гарантирует медицинскую помощь. И их очень много. И это тот результат, которого мы хотели достичь, но до этого, пока мы не объединяли и мы не научились развивать свои мягкие навыки, soft skills, нам это было недоступно. Но сейчас в рамках именно, когда мы начали развивать и апгрейдить свои знания с учетом мягкого подхода, с учетом межсекторального подхода, когда здравоохранение и IT-технологии совмещаются вместе, и мы учимся разговаривать вместе, и ставить цели и достигать эти цели, то мы смотрим, что перспективы и возможности, они безграничны. И результаты уже показывают, и уже есть в повседневной жизни, вы можете их увидеть, результаты, и мы дальше будем эти soft skills наращивать. Так почему я говорю, что soft skills, оно очень важно, потому что без понимания этих мягких навыков и без понимания самосовершенствования невозможно в наше время добиваться эффективных проектов, эффективных результатов. И мы готовы поделиться этим с нашими читателями, можем вам посоветовать, как дальше развивать мягкие навыки, для того, чтобы вы были востребованы, вы были конкурентоспособны, и ваши идеи воплощались в жизнь. Это самое главное. Потому что обладать навыками и использовать их для достижения своих целей – это 2 разные вещи, и мы должны четко это понимать. Спасибо.